ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Пятница, 11:00. На Первомайской площади множество огнеборцев и их техника. Тревога? Нет. Заранее спланированное мероприятие. Торжественное построение в честь 367-летия пожарной охраны. В первую очередь чествуют отличившихся сотрудников. Им вручают почетные грамоты и благодарности от администрации Ухты и Сосногорска. 8 сотрудникам досрочно присвоены новые звания. Еще 13 за отличие в службе вручены медали. С праздником вас, уважаемые коллеги! Здоровья, счастья вам и вашим семьям! Благополучия и удачи во всем. Желаю, чтобы вы всегда возвращались домой живыми и здоровыми. В честь праздника на площади собрали резервную технику со всего гарнизона, порядка 10 машин. Каждую представляют отдельно, а также дают характеристику. Одна из любопытных моделей – АЛ-30, что расшифровывается как автолестница с длиной выстрела стрелы 30 метров. Выезжает она на все возгорания в жилых домах, которые выше 3 этажей. Подобных лестниц в Ухте 4. Кроме того, пожарные представили новинку, которая появилась у нас в городе в прошлом году. Многофункциональный пожарно-спасательный автомобиль северного исполнения. В ней много интересного оборудования для тушения разных пожаров, в том числе демонстрировали сегодня тушение ранцевыми установками. Она может использоваться для отопления некоторых зданий. Если произошло размораживание линии, она может отапливать здание. Следующий этап – спасение с высотного здания. Пожарные вытаскивают яшку, так любя называют макет чучела пострадавшего. Его опускают на землю по веревке и при помощи куба жизни. В итоге за считанные секунды спасли 3 жизни. Пожарные говорят, в реальных условиях нужно делать столь же быстро. Пожарная техника также не просто красуется на площади. Огнеборцы демонстрируют работу в так называемых боевых условиях. Посмотреть на это пришли дошкольники ухтинских детсадов. Перед их глазами ДТП. Одна из машин загорелась, в другой нужно спасти человека. Победители огненной стихии без труда усмиряют пламя. Мне понравилось, как там поджигали машину. Но мне понравилось вот на этой крыше лазить, где там порошок и вода крутить. А что еще? Что ты не знал, например, о пожарных? Ну что они одеваются в какую-то куртку такую, отражательную. В честь грядущего праздника дети пробуют себя в роли огнеборцев. Когда на их плечах оказывается тяжелая боевая одежда, когда сложно удержать пожарный рукав, малыши понимают – быть пожарным тяжело. Подобный мастер-класс стал ежегодным. Несмотря на царящую веселость, это не баловство, а наглядное объяснение юным ухтинцам, что бороться с огнем сложно, а поэтому не стоит лишний раз играть со спичками.